Сказать вам этого как зайца или человек, кто это такой. С какими-то рогами. Заяц. В черных очках. Ё-моё. Вот это зверюга. 23. Следующий год будет, да? Колпак какой-то у него. Какого-то Санта-Клауса, что-то подобное. Вот существо вот здесь вот, возле ДНС. Так, ну что, ворачиваемся, походим. Я уже сегодня транслировал, то у меня оборвалась, короче. Заново запускаю. Короче, взял я клаву, нашел вот туда, вот такую клава. Тут, короче, набор клава, мышь, клава, мышь, коврик, такой большой коврик матерчатый, немецкий, типа набор, всего 1199 стоит. Хард, хит, столько, короче. Вот. Клава так для компа нужна. Цифровая техника ДНС. Так, ну что, погуляем. Еще. Так, ну здесь машин, смотрите, сколько. Капец. Машин капец. Они же еще тут все изъездили. Везде это скользко, везде. Все. Поэтому ходим осторожненько. Да, я пытаюсь еще камерой не трясти. Камерой пытаюсь не трясти. Такие деревья здесь прикольные. Люди ходят в таких пуховиках. Ходят. Ну, у нас буквально несколько дней назад были морозы под минус 50, по минус 47, 45. А сейчас вот бомбануло аж до минус 30, минус 28. Это улица Ярославского. Смотрите, такая движуха здесь. Это сегодня же пятница, да? Пятница. В поэтому мы с вами прогуляемся, пытаются трясти. Вон там елку, Саха экспоцентр, наверху елку, смотрите, поставили, обновленную елку. Это тут все торговые, короче, всякие центры, торговые центры. Сейчас как раз очень популярны они. Перед Новым годом народ просто ломится, хочет купить подарки. Кстати, на Новый год, сами понимаете, да? Вот теплый гараж такой. Мы проходим вперед. Да, ну тут обычно всегда народу машин много, но сегодня что-то тут повышено, потому что пятница сегодня, конец рабочей недели. Люди, еще раз повторюсь, многие люди бегут за подарками, денежки выдают, потому что выплачивают, потому что бывает, что премии даже людям хорошие такие. А вот дворник работает. Дворник на морозе. Вот у нас один какой-то депутат или блогер, короче, решил. Вот поближе подойдем. Кстати, поработать дворником поработать на морозе. И он, короче, сказал, что очень тяжелая работа, в мороз работать очень тяжелая, и поэтому им надо доплачивать денежку в двойном размере. Вот такие здесь типа подарки, да, коробочки. А вот тут всякая разная, полно всяких магазинов, такая центровая точка в городе. Здесь вот несколько зданий, вот таких, где магазины. Ох, смотрите, даже качели здесь. Смотрите, люди на качелях качаются. Вот дворник, смотрите, убирает.
Вот мусор. Мусор дворник убирает. Ну, холодно. Да, кто там, что там? Антони Грей. Что-то напечатал и стер. Ну, здесь ЦУМ. Потом вот там этот торговый центр Проспект. Здесь у нас это Саха-экспорт-центр. Все большие такие торговые точки. Ну и народ тут мы видим прет. Очень интенсивно. Кстати, торговый центр работает до 8 часов, как вы видите. Так, и на выходные дни у нас что по 27-30 с 10 до 22 часов даже будет работать. 31 с 10 до 18. Первого закрыт, второго закрыт. 2 дня, короче, выходных. И что, давайте. Ой, мне надо перчатки. Обычно, вот когда за минус 40, у меня все быстро руки замерзают. Тут я вот сколько иду, и потеплело 20, 30, минус 30. Руки еще, в общем-то, не пролетят. Какая-то кофейня, бодрый день. Вот качели, самые холодные качели в мире. Представляете, да? Можно минус 50 на качельках постоять. Кто хочет посидеть, покачаться, смотрите, вот люди качаются на качелях. Ну что, дальше идем. Так, где же я? Мне неудобно, у него вот эту клаву приходится тащить. И, короче, сколько на плече. Немножко сделаю. Может быть, в пакет положить ее. Даже есть пакет. Вот здесь Бургер Кинг. Бургер Кинг находится, кто хочет покушать буржуйскую еду, вот добро пожаловать вот сюда. Так, что это мне неудобно, извиняюсь. Все равно рука стынет. Сейчас мне лишь бы тут ничего не нажать лишнего на экране, а то я боюсь, чтобы трансляция не прекратилась. Трансляция. Так, надо все-таки руки погреть, пока посмотрите, вот как тут машины, как люди ходят. Извиняюсь за качество, конечно. Дополнительные эти вещения. Так, а что тут этих поставили уже, да? Это кто такие у нас? Эти. Ай, неудобно. Это кто? Снеговики вот такие. Селфи-зона, видать, тут какая-то женщина. Какую-то косметику дорогую рекламирует. Да, там елки стоят. Искусственные, да? Искусственные елки. Ага. И вот здесь эти чуваки, два друга. Ну, здесь вход в проспект, торговый центр. Там народ еще жит, сколько в этом Бургер Кинге. Я ни за что никогда не ходил. Не ходил здесь у нас вот в эти вот заведения. Ну, во-первых, чуть подороже получается, чем там, допустим, в центральной части России. И, соответственно, еще и очереди, которые приходится выстраивать. Так, ну что, мы знаете, что сделаем? Это мы вышли из улицы. Ох, господи, как она называется? Курашова. Все. Это здание мэрия. Вот там центральный кинотеатр. И здесь вот этот вот такой большой баннер Якутск. Вот.
даже подсветку в этом году не стали делать. Ледовых фигур, кстати, совсем нигде нету по городу. Так, что смотрит. Здорово, как дела? Привет. Ваш, к сожалению, видишь, минус 27, ага. Антони Грейс. Утепление у вас, ага. Спасибо. Вот это вот башня Строк. Таким она раньше, когда Якутск первый был построен. Вот, башня вот такая строго. Ну, это надпись «Я», сердечко, соответственно, Якутск. Якутск. Можно вот залезть и сфоткаться, если интересно. Так, ну что, вот здесь снежок чистенький. Транспорта немного, поэтому снежок здесь беленький, чистенький. Машины полным-полно. Вот эта точка активная. Короче, такая продажная здесь. И теперь, короче, идем от нее. Я хочу до площади Орджоникидзе зайти. Там поснимать. Ой, господи. Отремонтировали, короче, проспект Ленина. Заново сделали дорогу вот эту вот. За 2 метра там ее вырыли. Все по науке как надо сделали. И теперь она вот супер-пупер выглядит. Ну, еще весной там, естественно, доделки будут какие-то делать. Ну, а так в целом движение по ней происходит. Вот, смотрите, здесь, кстати, здесь остановка была. Раньше ТП. Центральные убрали. Но здесь вот продают, смотрите, теплые вещи прямо на улице. Прямо на улице теплые вещи, смотрите. Вот варежки, перчатки, шарфы, свитера и так далее. А здесь вот еду продают. Минтай, ряпушка 350, сельдь 210, карась 300, 350, черт 1600, ягоды различные. Щука 250 рублей, кстати, есть недорогая. Можно щуки купить, сделать из нее фарш. А потом с этого фарша рыбные пельмени сделать. Так, вот здесь вот бриллианты Якутии. Бриллианты Якутии. Ювелирный магазин. Раньше вот в этом здании был книжный магазин, но его книги-то сейчас не читают нифига. Поэтому вместо книжного стал ювелирный салон. 20 лет, кстати, на золотнику, да? Так, а здесь Solid Bank какой-то, не знаю, что за банк такой, новый какой-то. Solid Bank, первый раз не знаю, кто такой банк. Сейчас с вами. Так, здесь у нас аптека, планета здоровья. Кстати, она работает до 10 часов вечера. Прикольно. Так, здесь кофе, нут, кофеек, товары для здоровья опять. Два здесь, да, магазины. Денталика, стоматология. Так. Здесь у нас что это такое? Телефоны. Здесь цены. МТС. Какие-то телефоны, новогодние скидки, замануха, смотрите, 40%. iPhone 11 всего лишь за 990 рублей. Обалдеть. Копейки вообще, да? Телмарт. Телмарт уже сотовый какой-то. Так, а здесь экран такой прикольный, светящийся. Здесь ломбард 585 проба, Фирмада Diamond. А здесь ювелирная фирма Керге. Ювелирный дом. Тут несколько этажей, короче. Все разные. Золото, там, бриллианты, серебро, драгоценные, полудрагоценные камни и так далее. Точка такая. А там он Apple Diamond. Apple Diamond. Бриллиантовая фирма. А здесь Фирмада Diamond.
А через дорогу вон там он, Алмаз. Алмаз. Тоже магазин ювелирный. Рядом с гостиницей Лена. Это историческая гостиница. Сейчас здесь сделали все у нас. Трактир, ну, ресторан, большая улица. Ресторан Аврора. Алмаз. Ювелирный салон. А здесь банк вот этот местный банк. АЭБ. АЭБ. Как это называется? Алмаз Эргиен банк. О, господи, забыл это. Алмаз Эргиен банк. Так, ну что, давайте идем через дорогу с Польской. Ё-моё, Польска приходится осторожно идти, переходить дорогу. Так, надо куда-то зайти, немножко погреть, что ли, телефон, а то он уже вырубится. И извиняюсь за качество. Так получается. Просто хотелось вам передать вот состояние города, как сейчас он выглядит. Сегодня у нас какой 23 декабря. Вот. А здесь тупик у нас. Там, потому что там дальше улицу продолжают делать. Вот здание Ворпа, вон там, смотрите, здание Ворпа. Сюда я снимаю, не пойму, что Ворпа. И на нем видим время и температура. Короче, температура сейчас минус 26 градусов, 16 часов 7 минут. Вечера в Якутске, уже так темно. Но сейчас как раз самые такие здесь гостиница Стерх, цветов полно продают. Теплый. Так, а здесь что мы видим? Здесь мы видим улицу роют, копают. Вот здесь вот там гравий уже какой-то привезли. И уже закапывают, что ли? Не понял. Видать, решили как-то быстрее сделать. Или тут не раскапывали, уже раскапывали. Так, это мы на площадь Орджоникидзе пришли. Вон там елка. Ой, блин, я чуть не свалился. Неудобно. Такие, все руки заняты. Еще холод. Приходится. Так, ну что. 23-го. Вот это вот у нас конструкция ажурная. Фонтан закрытый. В зимнее время вот такой вот конструкции. Раньше вот на этой площади по периметру ставили ледовые фигуры, всякие разные красивые. Но я снимал, конечно, все это у меня есть. Ни одно видео. Так, придется прикрыть. Извиняюсь. Надеюсь, стрим не завершится. Не могу не надо что-то сделать. Так. Такая вот конструкция. По периметру в прошлом году вот здесь вот были ледовые фигуры. В этом году не всем их. Ледовых фигур мы поставили елку. Но это еще с прошлого года все. Конечно, все это с прошлого года. Вот это так все выглядит. Так, я же чувствую, уже телефон начинает все равно, несмотря даже на теплую погоду в Якутске, рука, телефон все равно подмерзает. Ну, вот это здание Саха-театр. Здесь можно интересные спектакли посмотреть. Народов севера. Вот, кому интересно, вот сюда может приехать и сюда сходить на спектакль. У нас в Якутске несколько театров. Театр оперы и балета, русский драмтеатр, вот Саха-театр, театр юного зрителя,
И еще, короче, несколько, короче, очень, ну, и если не считать этих всяких там таких дворец культуры коллективов, которые там вот, значит, танцуют, там песни поют и так далее. Так, вот это из-за льда, смотрите, такая вот сделана штуковина ледяная, ледянка, забор ледяной. Ну и здесь видно узоры вот такие вот у нас. Вон он туда высоко-высоко. Но это тут как бы центральная елка, она так вот лучше всего украшена узорами. На площади Ленина там она поскромнее. Так, ну и что мы здесь видим? Это мы видим вот горка и детишки. Детишки немногочисленные. Детишки, которых родители сюда привели покататься. Весело, весело. И в такую теплынь-то можно и походить. Это же не 45. Вот памятник Римскому. Весь его снегом замело. Весь снегом замело. Так, что тут за лента какая-то? Желтая, не желтая. Так, бегают детишки. Так, а мне надо вот в дом связи, вот тот, честно говоря. Не знаю, хочу взять, там лотерейные билеты продают. Миллиард. Лотерея. Будет розыгрыш там 1 числа, что ли. По центральному телевидению, какому-то каналу. Поэтому миллиардик-то, ну хотя бы не миллиардик, а так 500 миллионов хотя бы. Было бы неплохо выиграть, да? Как вы считаете? Поэтому я хочу сейчас зайти в дом связи. Это главпочтамт города Якутска. А с этой точки весь километраж в городе отсчитывается, как известно, от главпочтамта. Все расстояния замеряются. И здесь устроена вот такая стоянка транспорта импровизированная, да? Как бы, потому что там дорогу перекопали. А как я тут пройду? Как я тут пройду? Да, Почта России, Почта России. Сейчас кто это выслал, какие-то себе заказы сделал, там с Алиэкспресс, допустим, вот сюда, допустим, должен прийти, но у нас отделений связи много по городу, соответственно, я узнал только вот вчера, что уже количество жителей в городе Якутске 370 тысяч человек, и город еще растет, понимаете, да, 370 тысяч, а если взять у нас время 30-летней давности, 90-е годы, то количество жителей было, ну, конец 80-х, вот, количество жителей было 180 тысяч. А на состояние 2023 года количество жителей уже 370 тысяч. Представляете, какой рост? Несмотря вот на такие тяжелые, как бы, холодные здесь погоду, все это север, как бы, все равно люди приезжают. Но республика большая, самая большая республика. Так. Как люди пройдут. Я вот здесь сейчас вот, кстати, дела сделаю. Упс. Извиняюсь. Такой контент. Вот тут батареи, смотрите, какие теплые, хорошие. Если руки подморозили, можно сюда зайтись и вот на этих батареях руки отогреть. Обычно так делал. Почтовый ящик большой такой. Так, вы уж извините, тут я сейчас сделаю.
Якутия 30 рублей. Природа Якутия, ее будет взять, слушайте, такие дешевые, 30 рублей. Это одна открытка или что? А, цена за штуку. Понятно все. За одну открытку. А на вроде меня записано курил. Штука или две? Две штуки, да? А как они это выглядят? А, мечтальон? А это вот такие, что ли? Миллиард вот это. Вот в прошлом году же торговали там по НТВ или где? Нет, какие-то. А это где будет Первый канал? 100 рублей, да? А там можно почитать, а? Хотя бы какую-то, что пишут. Когда чего? Вот надо что-то зачеркивать, ничего не надо, да? 16 чисел. Тут тоже она миллиарда, да? Цена блока 300 рублей. Так. Латур. Ладно. Не совсем то, а? Спасибо. Не то. Это не столица. Посылка здесь. Посылка пришла. Брать по 500 рублей. Продаются где-то. Урмов. Айгуль. Магазин ДНС. Где-то вместе. Там все-таки какой-то мечтален. Хотя я в прошлом году вот здесь вот брал эти билеты. Я, допустим, 10 билетов взял и половину из них выиграл. То есть, чисто потратил так вот. Спустил, получается 600 рублей. То есть мне 500 рублей вернулось. Такие небольшие розыгрыши. Вижу. Хорошо. Так, что по этим пройдешь. Отсюда я пройдусь. Заодно пострелю.
качество лучше. Да, поехали. Это у нас улица Черяева. По ней дойдем до улицы Губина, потом там пешочком по-любому пойдем. Пробило что-то на стрим. Давно не стримил улиц города. Я вообще жду камеру, чтобы в телефоне так специально поменять. Когда плохо снимает, что-то гуляет. Я хочу там камеру в телефоне, такой специальный бронебойный телефон, он хорошо держит температуру и весовую в нем. Камеру поменять, потому что с этой камерой ходил, короче, рассказываю. Куда мы идем? Ничего не холодно, слушайте. Сравнили, конечно, минус 45. Это вообще не погода. Такая, не холод. Не холод. Так, это у нас здесь здание. Ага. Нефти, трансбыт. И вот здесь красиво сделали. Красиво. Это с прошлого года. Я говорю, в этом году новых вот это ничего не стали делать новых. Это то, что было в прошлом году, вот эта иллюминация, все поставили обратно и все. Вот сейчас мы доходим до перекресточка и сворачиваем налево. Налево сворачиваем. Сейчас слушайте, что так, я как-то внимательно. Вообще. Перчатки все равно надо одеть. Сейчас я вам покажу мужичка. Тут вот у нас стоит мужичок. Мужичок. Блин, неудобно. Телефон еще раздолбаю. Так и положил ее, а ручки неудобно брать. Вот. Неудобно. Надо руки такие, пальцы длинные. Вот этот класс. Заправщик. Все вот стоит. А76. Ну все, давайте мы тут туда шлепаем. Транспорту. Ой-ой-ой. Отель Каната. По-моему, аэропорт. Аэропорт. Он бежал какое-то время. Как не знаю. Как бы, кто приезжает, надо остановиться. Вот что-то. Трех знаю. Не знаю. Вот опять мы перчатку снять, чтобы как-то посмотреть на экран, что это вообще снимает. 4 человека смотрят. Ну, спасибо вам, что вы терпите вот эту ужасную вибрацию. Сейчас я попытаюсь прочитать чат. Так, чат, что пишет? Чат. Так, ну здорово, как дела? Я уже ответил. Может быть, на улице в Якутске в кроссовках, в толстых носках при минус 30 ходить? Ну, можно, да, сейчас такие выводы делают, она теплая. Вот эти толстые подошвы. Я вот как-то кроссовки долго носил осенью, не снимал, хотя у нас уже было прохладно. И, значит, минусовая температура, а я в кроссовках. Какие-то они сейчас делают, и пористая там резина или что там, полиуретан, и тепло.
распространяется побольше, так? Надо в эту сторону перейти. В эту сторону перейти. Дочь со снегом. Гоняют. Сделали дорогу, теперь гоняют. Перейти невозможно. Хотя вот где-то переход, вот где вот здесь переход. Вон там только вдалеке где-то. Вот там приходится так вот. Если там не перешел, то надо где-то на дороге переходить. Это люди на меня смотрят. Ладно, уже отвык. Раньше ходил подолгу, что-то говорил, лопотал. Улица Губина. Смотрите сейчас, как она выглядит у нас. Такие вот деревья. Ну, здесь еще вот эти КПДшные дома. КПД. И, короче, советского времени постройки там были. 80-х, 90-х годов. 80-х. Соответственно, эти дома ценят, потому что построены были в советское время, а раньше, как говорится, мало экономили, не экономили. Поэтому эти дома теплые, в общем-то. Хотя по планировке там, может быть, комнатки небольшие, но они уже значительно лучше, чем в хрущевках. Квартиры побольше. Поэтому по городу много таких зданий. Мы тоже видим, смотрите, там гирлянды на окна, шторы развесили. Ой, блин, опять надо мне закрывать. Ничего, потеплело, я уже иду. Здесь памятник Володе Губину, именем которого названа эта улица. Бюстова здесь положен. Он геройски погиб, спасая детей от озера. Вот здесь вот озеро. Раньше оно большое было. Там, короче, дети тонули, он их спас. Погиб. Да, здесь еще вот эти домики, смотрите, какие лето. Из бревен, бревенчатые такие. Это вот послевоенное время постройки. Ну, как известно, вечером мерзлота и фундамент ходят, остался от этих домов значительная грунта, поэтому они, посмотрите, практически на земле построены. Неправильно. Короче, надо было их на сваях делать, когда они удобны. А вот это вот неправильно были построены. Ну, видать, не думали, что так долго сюда будет стоять. Поэтому думали, что их снесут, а проблема-то жилищная не впадает никаким образом. Поэтому они популярны довольно. И даже по городу их достаточное количество, еще в разных районах. Если еще тем более город сам растет, количество жителей тоже получается, что квартиры, дома они пользуются повышенным спросом. Целая недвижимость не маленькие. Не маленькие недвижимость. Что еще сказать про политику? Что какой-то балкон? Балкон. Видели, да? Балкон такой. С этими балясинами. Перила, балясина. Ретро такой.
улица Губина, чем она еще известна. И таким особым она ничего не известна. Только то, что рядом вот здесь вот это озеро находится. И когда-то это была здесь протока. Но когда мы построили, или еще даже раньше, просто стало озеро, но раньше она как-то соединялась. Попробуйте, бывает, и по карте посмотрите, что вы видите. Немного по городу, что там такое? Это не велико было. Извиняюсь за качество стрима. С экстремальных условий приходится трансляцию делать. Смотрите, здесь машины стоят целая куча. Это уже замороженные варианты. Их в принципе можно завести, но надо отстаивать тепловой пушкой. Могут подогнать, это 5000 или сколько. Час работы или дороже. И вы можете свою машину отставить в зимнее время. Как говорят, это популярно стало. Сейчас это популярно стало. Отстайка машин. Взял более-менее нормально. Так что так. Лука. Привет из Сербии. Привет. Где сейчас плюс 10. Да, у нас по тепловой точке минус 28, минус 30. Представляете? Решил поэтому стрим сделать, потому что тепло. Вот могу вот идти и, короче, снимать с телефона. Телефон не замерзает так быстро. Если бы была температура, конечно, минус 45, там все моментально бы замерзало, конечно. Так, что там? Так, где была протока и озера, откуда докуда? Ну, надо по карте смотреть, карту города возьмите, желательно фотоснимок. И вы увидите вот эти каналы, все озера, все как соединяется. Но раньше говорят, вот кто из старожилов, во время паводка весной, когда лед скрывался, и тут по этой дороге, по этому каналу было очень мощное течение, и там вот бревна там всякое несло. Я знаю, вот до сюда так рассказываю. Но это мы на улице Богатырева уже благополучно дошли до улицы Богатырева. Там напротив народный магазин. Я хочу туда зайти. Этот магазин радует собой иногда выгодными такими ценами. Довольно не зря его народным назвали. У народа, как известно, все время проблема с деньгами, поэтому народ ищет, где поэкономнее скупиться, купить продукты, поэтому он любит такие магазины. Так, ну что, все, движение пошло. В Анапе теплее, плюс 12. Привет, Роза. Привет, плюс 12. Ну, у нас тоже тепло. Минус всего 30 градусов в Якутске. Вообще жарень. После 45 под минус 50 температура была несколько дней назад у нас. Ну и вот такое потепление, как бы. Но это отчасти хорошо. То есть сейчас предновогодняя финишная прямая пошла, и, соответственно, людям надо закупать продукты, там, ездить на машинах. И это очень хорошо, что вот так вот тепло стало у нас. Вот теперь такая. Так, а мне туда вот, чтобы в этот магазин зайти, у них где вход-то? Такая хитрая лестница, где-то вон там он. Сейчас я по ней пройдусь. Сейчас я там зайду, кстати, в этот магазин и почитаю, что вы пишете. Ну вот где-то, смотрите, вот на
санках возят с садика. Вот так вот. Саночки. Так, вот у меня уже замерзло все. Так. Это тут новые дома, вот эти вот большие высокие. Улица Губина протока и было раньше. Да, раньше было. Ну, она, может быть, мелела через какие-то времена там года, как бы, но вот по ней протекало, да. Течение было. Все, короче. Я сюда зашел. Залез. Палец все-таки замерз. Куда тут большой, я рукавы даже тоже. Вот. Так, что за цены-то у нас? Это доширак. 72-73 рубля. Немного. Я уже не ем подарки. Многочисленные тут. Подарки. Конфеты. Да, это интересно. Тут ничего не называют. Колбаска почем здесь? 20 рублей. Сами. Это что ли? Взять его, что ли? Масловки надо. Какие-то помятые бутылки. Что-то как будто бы их бомбили. Нет, что-то какие-то испорченные. Так, а тут что такое у нас? Тархун 42 рубля. Так, какой-то паштет с гусиной печенью. Какая вес? 95 грамм. Маловато будет. Вот такую цену. А это что такое? Milky Way. Набор 85 грамм. Нет, тоже не то. Это что такое? Скитлс. Сникерс 20 грамм. Сникерс 50 рублей. Не люблю я Сникерс. Люблю Марс. Так. А это что такое? Молочные акции, что ли? 110 рублей. Дорого. Так, реальных акций что-то я тут не вижу никаких. Хрумка какая-то, вот совсем маленький объем. Хрумка, что такое? Шоколадный вкус. 69. Это какао, 250 грамм. Хотя можно его тоже взять. Сколько он стоит? 82 грамма. Нет, это, наверное, дороже, да, стоит? Здесь 252 грамма. Ну, тут цена совершенно другая. Короче, нифига нету. Интересное предложение. Так, вот, кстати, чем здесь? Батон йодированный 50 рублей. Вот такой 300 грамм. А обычный хлеб. Причем так, это у нас 74 рубля вот такой. Дегтяренко, блин. А, вот 49 рублей дарницкий. Такой черный. Обычная булка. Сколько стоит? Ценников нету. Но она тоже где-то так. 48, 50 рублей, короче. Вот она есть.
Майонез никто не покупает. Они лежит, как он делает ценой. Акция. Доширак, бульон говяжий. Акция. Принцесса Нури. 50 пакетиков. 155 рублей. Душелка, почему душелка? Короче, что копаю, буду 70 рублей. Там кто-то мне звонил с Москвы, опять аферисты в это время звонят. Когда Москва просыпается, короче, начинаются звонки оттуда, спам всякие, с рекламой, банках и так далее всякие. Ну, жулики звонят. 12, вот такой, блядь, что ли? 169 рублей. Такой вот. Чё, копай. Так, тут что очень хорошо есть. Йогурт какой-то вот тут. 4 рубля. 6 штук. Акции. Правы какие-то. Мне нужны. Так, а что такое? Жидкая конфета. Уже нафиг не нужны. Макароны. Уже не нужны. Макароны нет. Заказал с Вальбериса. Маку хорошие. Всякие разные. Причем с дырочкой. Так. Короче, нифига нет. Так, а этот есть? Здесь это вот 3 в одном продается. Так, почем это? 16 рублей, а этот почем? Вот это капучинка. Почем она? Фиг его знает, да? Капучино. Хорошая такое. Сейчас как раз согревать. Холодно. Блин, да что ты делаешь? А вот это 28 рублей. 28 рублей. Капучино Дикарина. Это что? Знаете, здесь прикол какой? То есть здесь вот это. Да, капучино. Здесь, короче, вот это вот добавка дополнительная. Я хочу большую идти. Такие были. Нормально. Зажато все. Так, сколько это? Вот 4 штуки. Раз, два, 3, 4, 5. Ну, хватит. Печенка делать. С чем, кстати? Темный шоколад. Темный шоколад у него. Да. Так, это Сербия, любимый город туман, нет привез. Ага, да, потому что у нас туманы, когда погода за минус 40. Когда туман. Эти по 28, да? Что-то там не вижу сумму. Все? Да. Карта наличка? Карта. 161, Это 169, да? 169. Давайте, называем. Оля. Здесь? Положу. А, хотел мне что-то. Я сумку.
чем. Потому что я люблю болтаю. Хотя это никого не видишь. Все равно. Так, ну что-то я тут нашел, короче. Хотя раньше тут были выгодные варианты. Так. Ну что, это у нас мост. Через вот это озеро, Глубинское озеро, да, и через него мост построен. Да. Так, ладно. Короче, сейчас акции какие-то непонятные стали, честно скажу. Это не акция, а какие-то такая развод, потому что, ну, там, цена бы наполовину хотя бы рухнула. А то есть на 2 рубля умеете цену, да, 2 рубля демпингует и даже подороже. Что неправильно. Акцию делаете, нормально делаете. Получается, что вот эти цены, что у нас стоит оригинально, что брать, очень дешевле. Улица Бузина, вот, смотрите, тоже что-то здесь транспорта куча. Город, цветочки, студия красоты. Красная лавка. Мясная лавка. Мясная лавка вот здесь есть, мясо. Продают. Мясная лавка на Губине называется. Понятно было. Все правильно, да, по улице. Магазин надо называть, что этих мясных лавок будет мапа города. Так, где именно? Вот, надо. Тут уточнили, соответственно, непонятно. Так, коврик вот этот идет, да? Так вот он идет, и тут нифига уже не идет на самой лестнице. Нужно по лестнице осторожно. Правильно, осторожно. Сторону северо-запада движется. Лермонтова. Это все, конечно. Пешковые по этой, если по организации зайти, там быстрее придешь, чем на машине стоит. Люди уже не торопятся здесь, можно, потому что походить, уже так холодно, пройтись, прогуляться можно. Я не сказал, что тут чистый воздух из-за машин, но таким морозным воздухом. А вот кто вот не любит жару кто не любит, вот у нас хорошо все. Ладно, хорошо. Ветра нет, поэтому я иду спокойно. Вот главное, да, ветер. Когда ветер, это плохо, что добавляет еще, конечно, с этим минусом еще. Это большой фактор. Холоднее значительно. А если еще рядом какое-то море, с моря будет быть холодный влажный ветер, то вообще такой
Белиночные часы, наверное, быстро катились. А у нас воздух такой, такой остроконтинентальный климат, поэтому не так это сильно ощущается, эти минуса. Эти минуса. Тоже какой-то искал он такой дачный, что-то заманивает они. Тут у нас что-то вот сегодня прочитал в новостях. Сейчас общественный транспорт 33 рубля стоит. А в связи с тем, что подорожание, ну, что вы понимаете, да? Подорожание, вот эти автобусники сказали, что надо сделать в городе проезд, или сколько, 48 или 48 рублей. Ну, короче, видите, да, там больше, чем на 10 рублей. Что ли хотят накидать? Я думаю, это результат такое сделать. Много автобусов у нас на газе работает, но типа подорожание вот этих материалов, запчастей, все это типа того подорожало, поэтому надо. Цены поднять. Это что на 33 рубля или Китая на Якутске. Там иногда там пару остановок проехать надо. Что надо, как в Москве там 50 рублей. Например, пригородный какой-нибудь маршрут далеко, который что по городу, тут, не знаю, 34 остановки проехать и по полной программе слишком. Тогда вот пускай делают каким-то образом цену не просто так, как балды, да? Ты проехал там остановку 34 заплаты, или полностью там вышли остановку в зависимости, а в зависимости от расстояния, сколько остановок проехал. Вот так вот надо оплату такую сделать. В принципе, сейчас же есть современные технологии, которые позволяют все это сделать, и оплата электронным образом снимается. То есть надо фиксацию, вот человек зашел на такой остановке, зафиксировала, да, это вы зашли, а на какой остановке, когда вы выходить, перекладываете, у вас, соответственно, цена списывается. Так, еще вот в этом городе. Так, ну вообще, это нужно и тут коллегу подойти. Мне уже, наверное, не снимают, или снимают. Если снимают. Вот, значит, тепло в Якутске стало, а? У меня телефон не может никак замерзнуть. Обалдеть, и так бы он бы уже 15 минут, ему кирдыкать был бы 10-15 минут, и руки из круга. Все, телефон улыбается, замерзает, если аккумулятор замерз, то, соответственно, все, он по нулям вольт, и, соответственно, экран попадает на напряжение. Вот, торговый центр Беляй. Это они в этом году не украсили никакую елку, ничего не поставили. Ну, наверное, может, там внутри. Это торговый центр. Вот тут у нас спортмастер, Эльдорадо и еще магазины. Здесь продаются цены. Специально 31, 18, 1 выходной, 2, 7, 11 до 18. Это только первое будет работать.
То есть праздничный день, а видела сегодня. Меня вот это кабинки есть. Спортмастер. Интересно, в спортмастере есть какие-то акции сейчас? Что-то новогодние распродажи, сами там 80%. Самый такой дорогой магазин раньше. Что-то покупал, а сейчас вот все цены стали космические. Сколько сумка-то стоит? 1999. Вы писали бы 2000, да? Какая-то куча, короче, барахла. Эти дорогие всякие пуховики. Кстати, на них что-то... А, ну это не сезон. Не сезон. А, вот Мурал этот. Мирил. Легенькая такая. Сколько она? О, акции, смотрите. 8000. А стоила 16. Правда, да? Не знаю, верить, не верить этим надписям. Вот такая 14 тысяч стоит. Куртка утепленная искусственным пухом. Что за фирма это? Нордленд. Таравел. Ну так, такая неплохая. Крючок такой искусственный. 14 косарей. А вот это пальто длинное такое, 21 тысячу. Какое длинное. Оно уж не умещается, смотрите, до пола. Это стоит 21 990. Видите же. Так. Ну, это не сезон. Такая 17 599. Так. Надо вообще в этот Мегахенд сходить. Может там что-нибудь интересное есть. Может новый завоз у них. Так, а это что у нас такое? Не поймешь, чего. Вот пух натуральный, что ли? 16 тысяч. Куртка пуховая, мужская, темно-синий. Полиэстер. Утиный пух серый. Вот она стоит 16 тысяч, но она не слишком длинная. Желательно подлиннее у нас, чтобы не поддувало снизу. Скидка 50%. Мерил. 12 999 рябчиков. Мерил. Ну как, это всеми нами любимая Коламбия. О чем она здесь? Вот она, Коламбия. Куртка Коламбия, The Solid Standard in Warm. Что-то такая эмочка американское изготовление. 20 899 рублей стоит. Такая вот.
Это вообще 43 тысячи. Цена хорошая, 50-52. Мне такой надо размер. Тоже будет маловато будет, да? Вот надо 43 косореза. Перо, стопроцентный пух, полиэстер. Ну, не знаю, 43 тысячи за куртку платить. Так, тут что еще есть? Санки всякие, да? Санки, плюшки. Вот. Уже собраны видим. Вот эти снегокаты. Такие вот. Я хотел на второй этаж спуститься. На первый этаж тоже. Стоит 14 тысяч. Это уже такого яркого цвета. Я могу уйти без вещей. Вот это вот дерево. Старенький монитор, уже подсели, плохой свой монитор, картинка назад портит. Колонки показывают, да? Здесь мелкая. Так, вот они есть. Huawei 49 тысяч. Монитор на 49 тысяч. Вообще какие-то. Монитор разбирается вот это такой первый уже большой. Стоит 8899. Три человека смотрит. Молодцы, ребята, что такие стойкие. 5 человек смотрит. Так, что ты не писал-то, что? Привет, привет, Иннокентий Данилов. Привет, привет. Убираю, короче, здесь я же не буду тут даже шарахать. Тут вот в одном месте только эти. Сегодня я клавиатуру вот такой купил за 1190. Клавиатура, короче, потом мышка и коваль большой. Очень выгодно. 1199 репчиков. Дал, ну надо. Клавиатура у нас ломаются быстро довольно. Интенсивное использование. Немножко вот предновогоднее атмосфера в городе. Часики где-то дорогие. И не очень. Что выходит? Интересно, нет? Если в этот Мегахант еще сходить.
сейчас зимний. Что-то был, когда там фигня осталась. Интересно. Кучка энергии напротив. Вообще вообще шикарно, да? Это фонарей. Раз, два, три, четыре. 4 лампы на одном участке дороги, представляете, да? 4 лампы. Часть этого пола очень хорошо освещена. Ну, и другие такие здесь находятся, поэтому им не жалко. Были вот там, кстати, сквер энергетиков, там памятник, это Локомобиль, электростанция первая там после революции, которые здесь вот такие были. Вы понимаете, да? Вот так. Какие-то доски почета и так далее. Так, ну что, вот это вот Беляй торговый центр здесь, а здесь Гранд Сити. Большой такой торговый центр тоже. Где-то он, наверное, нулевых годов 2005-2004 год постройки вот этих торговых центров. Относительно новый, конечно. Еще людей, человеку машин не так много. И зато у них вот эта елочка есть здесь. Елочка. Вот иголочки, хоть они тут сделали новогоднюю атмосферу. Ну, небольшая елка, да? Небольшая. Ну, хоть и есть елка. Здесь снеговик. Там он подарки. И здесь олень. Олежка. Вот Олежка получается. Это... Ай, как она называется? В чем едут? В санях подарки везет. А это снеговик. Вон там даже снежинки повесили. Все красота, да? Снежинки сами вырезали, что ли? Или такие готовые были? Не, готовые. Прикольно, да? Все-таки праздник есть праздник. Хотя бы надо для детей это провести. Поэтому вот что-то делаем. Ну, елки по городу есть довольно много. Немного. В одной сумка, второй сумка. Еще держу телефон. Это мне надо выключить. Так, 31 до 19, первого выходной. Гигапацент 75%. 1 грамм 2900. Это империя. Железный дом. Золотишко может сюда сходить. Цепка тут золотые. Бриллиантиков каких-нибудь. Сережки бриллиантов. Деньжата только с собой не забывайте приносить. Хорошие торговые елочка здесь. Нам на третий этаж. Там у нас находится супермагазин «Мечта». Магазин «Мечта». Цены мечты. Мега Хенд. Ее, кстати, рекламируют, знаете, кто известный у нас в России. Сейчас я вам покажу вам. Историк моды. Историк моды. Сейчас фотку я вам покажу. Все убрали, что ли? Левая скидка. А, вот он. Вот.
Как его фамилия-то, ё-моё. Ну, историк Молдован. Передачу еще делал. Александр Васильев. А, да, 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 да. День работы, день 8 часов, очень много. Место проходит. Ого. Обалдеть. Даром все. Да, народу дофигища. Это тоже чуть-чуть. Детки женского барахла полно, а мужское. И тут было мужское. Где? Вот это что ли? Что-то тут женское. Вообще не стоило мужское. А, вот это готовит. Что, завтра новая, да, будет партия? Да. Завтра, да? А мужской где? Ну, не пока все. А, то есть нету сейчас, да? Только женское осталось, да? Так что завтра новое будет открытие. Готовят уже эти новую одежду. Так что кому интересно, кстати, можно найти хороший вариант фирменный, какой-нибудь недорого. Поэтому надо в первый день, когда одежда выполняется, вот тут в рубах сколько, смотрите. В мужских рубах только. Сколько, ну можно сходить, ага. Завтра вот глянуть, с какие 10 часов. Тут у них примерочная, довольно большая. Всякие системы бонусов. Так что такие будут. На сегодня последний день, завтра новая одежда будет сходить, кстати. Нужно черный такой елка стоит. Такая елка. Это, кстати, якутский Дед Мороз и якутская Снегурочка. Вот. И под елкой. Елочка высокая, хорошая. Елочка. Так, ну не зря я зашел. Здесь вот овец вот этот стоит, смотрите. Крылышко из золота. Золотой олень с рогами. Красава. Снежиночки, как много, все симпатично. Так, и тут у нас этот снеговичок. У нас с подарочками. Все, эти люди спускаются. Классно. Я думаю, сейчас пойду лечить буду. Ой, насморк. Купил какие-то капли, только не помогли. Надо будет промыть нос раствором. Вымыть. Ходить, мучиться. Вот. Кстати, вот тут интересная штука такая есть. Денежки, смотрите, деньги, кто хочет получить. Просто берете руки, запихиваете руку, сюда запихиваете. И сколько вот вы денег вытащите, столько вам будет денег. Они тут ветродуйка какая-то, и сколько-то минут дается, чтобы правила игры вот есть. Ставьте купюру, засуньте руку, и у вас там рука съестся, да? Камера наблюдения за нами наблюдает, снимает. Так, все. Эти секунды. Вытаскивал эти мягкие игрушки здесь. Вытаскивать. Рукой вот это захват. Это я пытался, но нифига не получилось. Чтобы вытащить эту игрушку, надо какую-то сноровку. Очень такую хорошую иметь. Ну что, уважаемые подписчики, зрители канала моего, спасибо,
что вы были сегодня на стриме. Такой стрим сумбурный, да? Хотелось потепление все-таки снимать немного для вас. Всех, кстати, с наступающими праздниками, с Новым годом, Рождеством. Всем желаю удачи в этом году. Все проблемы разрешились в этом наступающем году кролика. Или это его еще потом. Вот кота, кролика. Здоровья всем, главное здоровья, мира. Мира, еще раз мира. Вот. Завершаю трансляцию. Всем пока. Так, оп. Всем пока.